Добрый день, уважаемые любители спорта, уважаемые любители вольной борьбы, телезрители национальной вещательной компании «Саха». Мы начинаем прямую трансляцию финальных уже поединков за бронзовые медали, за третье место во всех весовых категориях 13-го международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Петровича Коркина. С вами комментаторы Степан Посельский и Степан Крыжановский. Всех приветствую, друзья, всех рад видеть. Сегодня нас ждут очень яркие, зрелищные схватки. Немного забегая вперед, хотел бы сказать, что у Красноярского края были куплены билеты и две схватки. Шахгириев, получается, с Монгушем, и Константин Копрынов и Исраил Касумов провели уже две схватки за третье место. Невероятный подарок Константин Копрынов принес своей республике. Это была схватка такая захватывающая, друзья. Эмоции просто зашкаливают. Он выиграл чемпиона Европы, призера Европы. В первом периоде Исраил Касумов вел 7-0, но потом Константин Копрынов все перевернул, друзья. Поэтому я могу с полной уверенностью вам сказать, что сегодня нас ждут очень яркие встречи. Все хотят попасть на пьедестал Коркинского турнира, юбилейного турнира в память Коркина Дмитрия Петровича. Будет очень жарко, друзья. Такое небольшое пожелание: пристегивайтесь, Да, друзья, Степан, потому что будет все на высшем уровне. действительно, Константин Копрынов принес сборной Республики Саха-Якутия первую медаль. Поздравляем всех болельщиков, поздравляем Черопчинский Улус, откуда родом и Дмитрий Петрович Коркин, и сам Константин Копрынов. Да, принес действительно большой подарок. Проигрывал, как ты заметил, 0-7, но смог вырвать победу. Дважды бросил на 4 балла, но, к сожалению, в прямом эфире мы эту схватку не показали. Но это по уважительной, как мы отметили, причине, потому что красноярцы уже улетают домой. Одна бронзовая медаль у них есть. Правда сказать, Усман Шахгириев выиграл у Чаяна Монгуша из ТВ и тоже завоевал бронзовую медаль. Да. Две медали у нас уже разыграны. Мы еще ждем другие медали. На 2 коврах будут проходить схватки сегодня. Мы первую схватку покажем на ковре Б, на центральном ковре. Будут бороться в весовой категории до 57 килограммов Динчик Батамункуев, Беларусь, и Уйгулан Иванов, Республика Саха, Якутия. Параллельно выйдут на ковер Харысхал Григорьев, также представитель команды хозяев турнира, и Начин Монгуш, Тыва. Друзья, сейчас, получается, мы будем смотреть Батамункуева и Иванова. Да, Уйгулан уже вышел, да, прошел в ноги, но очень сложно сейчас ему эту атаку развить. Хорошо защищается Димчик. Да, хорошая, друзья, встреча. Так, Иванов, да, сделал атаку, но переворачивает Батамункуев его на 2 балла. 2 балла, выходит, да, 2 балла дают, и сейчас 2-2 счет. 2-2 у нас равный счет, но по последнему действию Батамункуев выигрывает. У нас международная встреча Белоруссия-Россия. Нет, как раз выигрывает наш Уйгулан Иванов, потому что он за спину вышел уже после того, как сделал переворот, да, Батамункуев. Давайте дальше смотреть. Уже первая минута, уже у нас 4 балла были разыграны между борцами. Очень активно начали, но я думаю, что у нас схватки за бронзовые медали будут не менее интересными, чем сами финалы. Да, в любом случае спортсмены желают встать на пьедестал такого международного турнира. Этот турнир, он выдался на славу. Его можно сравнить и с Европой. Здесь такие жаркие финалы, как на чемпионате Европы и чемпионата России, на Ирыгинском турнире международном, да, где у нас разыгрывалась путевка на чемпионат Европы за первое место. Поэтому с большой уверенностью могу сказать, будут все схватки зрелищные. Пока у нас на ковре счет 2-2. Белорусский спортсмен пока выигрывает. Схватка действительно равных по мастерству спортсменов. Оба эти борца уступили нашему соискателю на золотую медаль Ариану Тютрину, воспитаннику Якутской школы вольной борьбы, который уступил
То есть будет бороться за золотую медаль. Оба эти борца встретились с ним в предварительных схватках и проиграли. Но сейчас они будут борются за бронзовую медаль. Да, все, это место на пьедестале, это очень важно на турнире, на таком турнире получить медаль. Как видели, была аж выставка, презентация медалей. Здесь медали очень достойные. Я не знаю даже на каких турнирах именно вот так вот подходят к медалям, ко всем моментам. Также, друзья, на турнире будет разыграно лучшему спортсмену, лучшему борцу будет предоставлена серебряная борцовка из чистого серебра. Вот. Должно получиться все, ну, на славу. Да, Уйгулан Иванов один балл заработал, заступил за ковер Батамункуев, и 3-1 сейчас ведет Уйгулан Иванов. Очень упорная схватка, 23 секунды до окончания первого периода. Но Димчик тоже в отличной форме, мы видели его схватки в первый день соревнований. Очень зрелищную борьбу показал, и с Арианом Кютриным была действительно серьезная заруба, прямо скажем, да. В общем, на характере вышел в финал Ариан Кютрин. Будем болеть за него сегодня в финалах. Вечером финалы в прямом эфире смотрите на канале НВК Саха. Конечно же, будут трансляции и в интернете, и в приложении НВК Саха. Можете посмотреть. Ведет пока Уйгулан Иванов 3-2. Ну, равная, друзья, встреча на самом деле. Оба борца задали очень большой темп, прям большой темп. И 3-2 счет, ну, уже видно, как они выложились в первом периоде. И я думаю, второй период сейчас будет не менее ярким. Сейчас надо выкладываться на все 100%. Сейчас тренерский штаб тоже подскажет какие-то моменты, ошибки, наставления. И второй период сейчас будет выкладываться. 1 балл, это небольшой отрыв. Вот, я думаю, Иванов ни в коем случае не будет застаиваться, сам продолжит навязывать свою борьбу, будет идти в атаку. Уйгулан бросился в ноги, но хорошо защищается Димчик. Да, и сейчас уже в захвате хочет провести прием. Да. Хотел перевернуть так называемой лампочкой, но Уйгулан хорошо защитился. И контратаку можно сейчас развить, пока... Да, какая защита была от Иванова тоже. Пытается и один, и второй. Ой, переворот какой! Да уже за ковер там ушли спортсмены. И арбитр, который работает на ковре, показывает, что здесь разыграно, баллов не было. Хотя показалось, что в принципе Уйгулан неплохой сейчас прием сделал. Но, видимо, в партере посчитали и не стали давать балл. Но защитился неплохо. Видим, как... напирает, да, Батамункуев, да, и полон решимости, да. Технически действует Иванов, сразу видит, что зона ковра, и пытается встать на колено. Не вот дает забрать до последней. Так, забежал за спину Батамункуев. Надо сделать посадку. Да. О, посадил. Посадил 2 балла, балла, да, 4-3. Отлично, отлично. Ну, Уйгулан, сейчас надо ему отыгрываться. Минута 40 еще. Уйгулану Иванову будем пожелаем ему тоже провести хорошую схватку в конце поединка. 1,5 минуты остается. Димчик, конечно, действительно в отличной форме. Мы видим, да, как он начал второй период. Заработал 2 балла. И снова он начинает вот в своем стиле выталкивать за ковер. Как вы видите, друзья, Батамункуев всегда в атаке и всегда сверху, да. Иванов пытается защититься все время. Вот, надо сейчас перестроить немножко борьбу и Иванову попробовать навязать свою борьбу, что-то предпринять, сделать какое-то действие. Остается до конца схватки 1 минута. Вот. 1 минута, в принципе, участников отделяет место на пьедестале. Надо выложиться на все 100%, прекрасно понимаю. Да, надо разорвать этот захват. Может быть, и арбитр, да, должен уже свистнуть, потому что слишком много времени сейчас потрачено было на вот эту вот вязкую борьбу. И снова под дудку Батамункуева сейчас мы боремся, к сожалению. Надо разрывать захват, может быть, попробовать атаковать с дистанции.
потому что здесь мы видим, да, физической мощи, как мы видим, Батамункуев превосходит, кажется, своего оппонента. Конечно, он и чуть поопытнее будет. Все, Иванов Нормально. взорвался, понимает, 20 Да. секунд осталось, он прям включился в борьбу. Попытался пройти раз ножки, еще один делает. И сейчас Нырок, надо нырок за спину, делает. за спину надо сейчас проходить. Надо набирать 2 балла, 15 секунд. Ох ты! Не было, Нет, не было, действий. не было. И Ну что? атаковать надо сейчас. Какая Есть еще 7 яркая секунд. борьба, друзья. 4 секунды, к сожалению. Давай за спину, все, посадить надо надо. Посадить сделать надо. посадку, друзья. Нет, не успевает не получалось. сделать. Батамункуев становится бронзовым призером чемпионата международного турнира международного Коркина Дмитрия Петровича. Да, вот эта жаркая схватка была. На последних секундах была возможность у Игулана Иванова взять, конечно, нужные баллы, но не получилось, к сожалению. Но поздравляем сборную команду Беларуси с первой медалью, бронзовой медалью нашего турнира. Димчик Батамункуев. Иванов, да, запал у него был, ну чуть-чуть он поздно включился, 25 секунд начал хорошо атаковать. Если бы в середине бы так начал атаковать, я думаю, бы довел дело бы. Да, немного, конечно, не хватило ему именно тактической грамотности, скажем так. Да, он именно по сценарию Димчика Батамункуева прошла эта схватка во второй половине. И только в концовке за 20 секунд до окончания начал работать в своем ключе Игулан Иванов. Но этого не хватило, к сожалению. Давайте посмотрим далее. Следующий финал у нас 61 килограмм. Кежик Мондуш, Республика Тыва, и Владимир Егоров, Македония. Также является легионером. Вот, спортсмен из России, представляет тоже Республику Саха-Якутия. Вот, будет интересная схватка. Да, не сомневаемся, что это будет действительно захватывающаяся схватка, так же, как и первая, которую мы только что посмотрели. Тоже очень много эмоций мы потратили. В общем-то, у меня уже садится тоже голос. Вчера мы в прямом эфире провели 10 часов, как минимум, да. Сегодня, конечно, будет не так много схваток, но они будут не менее жаркими. Конечно же, финалы сегодня будут особенными. Я рекомендую всем, кто сможет посмотреть и лично прийти в Центр спортивной подготовки «Триумф». Вот утренняя программа, там уже 3 сектора были полными. Я, в общем-то, удивился. Ни на одном турнире я такого не видел, чтобы на утешительных схватках весь дворец был, перед дворцом не было ни одного свободного места парковочного, а в зале практически биток. То же самое было и вчера. Сегодня я просто думаю, как поместятся ли все желающие, да, в финал. А тем временем у нас началась схватка, друзья, и пока по нулям заняли центр ковра 2 борца, Монгуш и Егоров. Вот. Борцы друг друга знают, вот, и дорогого стоит допустить какую-то ошибку. Поэтому сейчас присматриваются друг к другу, навязывают свою борьбу и ищут брешь в обороне. Мы уже вчера замечали на многих схватках нелепо неподготовленный прием, пролетают и отдают опытные все спортсмены на таком турнире борются. И буквально одна ошибка, и можешь проиграть. Поэтому надо подготовить действия. Но кто бы мог подумать, что действующий чемпион России, чемпион Европы Исраил Касумов, да, уступит Константину Капрынову. Это что-то с чем-то. Ну, у меня прям эмоции. Просто что творилось, друзья, в зале. Я вам эти все эмоции не передам. Просто публика кричала, ревела. Это такие эмоции. Это можно, конечно, получить только вживую, находясь вот именно здесь, в Триумфе. Вот, ну, конечно, попытался это передать, но было все на высшем уровне. А схватка такая была: 0-7 проигрывать и сделать такой камбэк 13-9. Так, да, по нулям. Здесь пока в спокойном ключе проходит, да, схватка по нулям. 2 минуты уже прошло. Сейчас, наверное, вмешается арбитр. Да, уже вмешался, как мы видим, да, македонцу нашему Владимиру Егорову засчитали 30 секунд. И сейчас Монгуш получает 1 балл. 1-0 ведет спортсмен из Тывы. Да, присматривается, будет навязывает борьбу свою. Пока Монгуш повел с небольшим отрывом. 38 секунд остается до конца первого периода.
Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы видим, да, рядом с ковром Виктор Рассадин тоже сидит. Он в спортивной форме. Мы видим, что он тренировался уже. Так что надеемся, увидим Виктора Рассадина уже в ближайшее время на ковре. Видим и Хаджимурат Гацалов тоже смотрит за схватками, за бронзовыми финалами. Так, все, первый период у нас закончился, и борцы ушли на перерыв. 30 секунд у них есть отдохнуть, послушать наставления тренера и включиться во втором периоде. На кону стоит бронзовая медаль, место на пьедестале на международном турнире. Артур Константинов и Вадим Семенов секундируют нашему борцу. На турнире, друзья, участвуют 13 стран, включая сборную России, 19 регионов. 18 регионов. Да. Да, и 193 именитых спортсмена. Так, начинается второй период. Сейчас Егорову надо действовать активнее. начинает Монгуш работать первым номером. Он активно работает, понимает, что ему сейчас могут тоже засчитать пассивное действие и уже засчитать activity time, так называемый 30 секунд, которые, за которые вам необходимо набрать балл, или же в обратном случае будет балл вашему сопернику. Так что правильно он тактически, в общем-то, выстраивает этот поединок. И пока ведет 1-0. Но у Владимира тоже опыт достаточно богатый. Как мы знаем, это чемпион Европы. И наверняка у него есть какой-то план на второй период. 2 минуты остается, пока он не форсирует события. Очень тоже спокойно проходит этот поединок. 1 балл, да, активити все-таки засчитали. 30 секунд и 1 балл Владимиру Егорову. Теперь уже Монгушу надо будет атаковать. Вот, Да. Вот, друзья, чем невыгодно в первом периоде, с одной стороны, получать activity time. Большая вероятность, что во втором периоде хороший делает, да, обратный хороший делает. И 1,5 минуты остается. И работает очень активно сейчас. Да, пытается взять нокат. Так, 3-1 счет. Полторы минуты остается до конца встречи. Владимиру Егорову надо включаться в борьбу. Монгуш, ну, видно, чуть такой поувереннее себя чувствует. Прям больше активных действий. Да, ну, Владимира, конечно, мы больше видим в категории до 57 килограммов. Здесь еще провес есть, то есть это 63 килограмма сейчас они борются. Поэтому, конечно, Владимир, видно, что он недовес небольшой. Да, недовес так называемый. Минута есть, конечно, но будет ему очень непросто, прямо скажем, 2 балла сразу взять. Ну да, пальцы показывает арбитр. Нельзя держать соперника. Остается 44 секунды. Надо начинать бороться, активные действия проявлять. Или получится, как в схватке в 57 за золото. Последние 25 секунд. Надо начинать атаку. Надо пробовать что-то делать. Надо рискнуть. Вот проходит хорошо, ножку. прошел, Ну, видит, все, Монгуш. 2 балла. 2-2, еще и катит на 2 балла. 2 балла. Взял скрестный, еще делает. Ну, да, большой 7-1, отрыв, но это уже, прям в общем-то, да. хорошо включился в борьбу Монгуш. И уже во втором периоде, в концовке, когда уже вроде подумаешь, Степан силы на исходе, но Монгуш включился в атаку и хорошо проводит свои действия технические. Да, и первая медаль, видимо, будет у ТВ, тоже можно поздравить. Это команда, вторая по численности после хозяев турнира. 14 из ТВ, собственно, и 2 спортсмена боролись от Красноярского края. Так что
Смотрим за схваткой. Ну, конечно, здесь 8-1. Владимир будет просто пытаться Да. взять хотя бы несколько баллов, да, но шансы свои он Даже упустил. пятибалльный бросок уже не спасает. Остается 5 секунд. И поздравляем Республика Тыва с бронзовой медалью на международном турнире. Кежик Монгуш, обладатель бронзовой награды 13-го международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. Поздравляем Тыву, болельщиков. Конечно, очень любят тоже борьбу и в этой Сибирской республике. Много классных борцов. И здесь мы видели с участием украинских борцов очень много хороших складов. Ну и, конечно, бронзовую медаль просто на одном дыхании, можно сказать, завоевал Монгуш. Очень красивые технические действия, как мы видим. Вот здесь, как он быстро нас прошел за спину. И Следующая схватка, друзья, у нас 65 килограмм. Олимпийский вес. Виктор Жирбаев, Бурятия. И да, и Джулусхан Татонов выйдут на ковер Б. У нас еще будет схватка на ковре А. Вот было бы очень интересно тоже посмотреть. Константин Власов и Станислав Свинобоев. Нет у меня возможности просто следить, кто сейчас там вышел бороться. Но сейчас мы смотрим на центральный ковер. Виктор Жирбаев, младший брат Евгения Жирбаева, которого мы увидим в золотом финале весовой категории до 70 килограммов. Его младший брат в 65 борется за бронзовую медаль. Ну и наш Джулусхан Татонов, Республика Саха-Якутия, тоже будет оспаривать бронзовую медаль. За спину проходит. да, выталкивает за ковер. Татонов. 1 балл есть пока. Неплотно взял, но вытолкнул за ковер, получает 1 балл. Также сегодня, хотелось бы сказать, Виктор Жирбаев уже боролся в утешительных встречах. Выиграл он белоруса Койку. Вот, и продолжает борьбу и уже борется, видите, за бронзовую медаль. Да, из одной семьи 2 финалиста. Один, правда, в малом финале, да, за бронзу, но тем не менее. Один за золото поборется. Борцовская Уверенно, семья. кстати, Евгений Жирбаев вернулся на ковер, выиграл турнир Крылова, памяти Крылова, и сейчас уже в финале и может догнать Виктора Рассадина по золотым медалям. Может стать пятикратным чемпионом нашего турнира. Евгений встретится с Анзором Закуевым, финалистом чемпионата России. Это будет очень яркая схватка, я в этом просто уверен. Еще раз порекомендую всем прийти в зал, посмотреть вживую все финалы. Правда, я вот уже не уверен, что хватит места, потому что уже у нас за 3-е место 3,5 сектора полностью. Душа радуется, как любят борьбу в Республике Саха-Якутия, и просто эмоции зашкаливают от млад и до стар. Люди приходят посмотреть в зал. Это многого стоит. И как ярко болеют, да? Да, как ярко болеют, сколько получают эмоций, посмотреть это все вживую. Так, Татонов 2-0 выигрывает у Виктора Жирбаева. Ну, Виктор такой борец, очень опытный, может в любой момент и во втором периоде, и в конце периода включиться. В принципе, что мы с вами и наблюдали в утешительной встрече с белорусом Койко, как он включился. Он тоже проиграл в начале и потом отыгрался. Хорошо защитился сейчас Татонов, пытался как минимум за ковер, да, вытолкнуть Жирбаев, но защитился, хорошо прочувствовал момент, сумел уйти в центр ковра, и здесь уже такая вязкая борьба проходит за 45 секунд до окончания первого периода. Времени еще достаточно много. Пожелаем Татонову, конечно, удачи в этой схватке. Хотелось бы, чтобы копилка медалей сборной Республики Саха-Якутия пополнилась еще одной. 20 секунд. Заняли центр. А в финале вся республика будет
болеть за Ариану Тютрина. Этот финал мы увидим самый последний. Это будет самая последняя схватка финала. Организаторы, конечно, переберегли. Вот, 57 да, у нас 57 будет, килограмм. Будет бороться. Вот это да. будет шоу, друзья. Да. Здесь же подготовили залы, и будет реально очень круто все. И будет у нас специально приглашенный ведущий Кивит Валтвадзе. Очень яркое ожидается шоу, световое, со всеми, в общем, атрибутами настоящего большого события. Вот первые, да, хорошо, так прям. Хорошо атаковал здесь, конечно, Татонов. И пока ведет он 2-0. Ну и ждем начала второго периода. Призовой фонд турнира составляет 5,5 миллионов. Очень достойные призовые у спортсменов. За первое место чемпион турнира получит 300 тысяч. За второе место 100 тысяч рублей. И за третье место 50 тысяч рублей. И тренер победителя получит также 50 тысяч рублей. Проход в ноги. Ой, обратный снова. Нет, ну здесь, да, действительно не было он засчитан, потому что не полностью был совершен этот бросок. Взял на обратный. Но снова Виктор Жербаев. В атакующей позиции Виктор находится. Защищается как может Татонов. Пытается перевернуть снова. Ух ты, здесь 2 балла, да? 2-2. Еще бросает. Еще бросает. 4-2. 2 минуты остается, да. На тот же прием попадается Татонов. Да, наверное, сейчас, мне кажется, будет кинуть челлендж. Все-таки спорные моменты. Челленджа, по-моему, не было. Челленджа не было, но решает арбитры, общий да. момент. Руководитель ковра, видимо, да, позвал арбитров, совещаются. Очень быстро все произошло, надо разобраться с этим моментом. Да, вот показывают нам повтор. Тянет. Коварный, конечно, да, прием здесь, да? Ну да, мне кажется, Виктор перетянул все-таки. Татонов прихватил ножку, а именно действие вот было со стороны Виктора Жербаева. Яркие схватки, Степан, да, сегодня? Да, конечно. По-другому у нас не получается на этом турнире, действительно. Ну, посмотрим. Решение арбитров ждем. Да, на контратаку ворвался Татонов. Вроде неплохо прошел, но... Да, челлендж. Все-таки был челлендж. 6-2, да? Да. За 2 минуты до окончания в одной атаке очень много пропустил Татонов. Но арбитры еще пока еще, я так понимаю, совещаются, да? На большом мониторе, здесь у нас в центре триумфа есть огромный монитор. На нем все прекрасно видно. Да, но судейская камера, да. Это не та камера, которую мы, не те повторы, которые видим мы. Там не так, конечно, красиво, как у нас. Сами спортсмены могут наблюдать, да. наблюдать за этим. Вот Виктор Жербаев внимательно смотрит на монитор. Отрыв будет уже большой. 2-2, потом 2 балла красным, общий счет 6-4. Челлендж возвращается. Да, челлендж выиграли, челлендж won. 6-4, да, я так понимаю? 6-4. Правильно сделали тренера Саха-Якутии, что кинули этот челлендж и отстояли 2 балла своему спортсмену.
Это тоже тонкий опыт тренеров, увидеть этот момент, вот, и выиграть. 2 минуты еще остается бороться. Схватка за медаль. Сейчас Татунов будет в любом случае включаться в борьбу. В первом периоде он хорошо навязывал борьбу Виктору Жирбаеву, я думаю, и во втором, и тем более проигрывать в счете. Надо действовать, надо радовать свою родную республику, вот, болельщиков. Хороший темп. Снова попытка прохода в ногу. Последняя минута пошла. Пытаются придать сил Сатонову трибуны, но пока железная защита Виктора Жирбаева. Ну и, видимо, активити сейчас, может быть, да, потому что ушел в защиту, конечно, Жирбаев. Вполне, конечно, это объяснимо. 45 секунд. Нет, ну да, времени уже нет для такого, да, для этого, но 2 балла могут решить исход встречи. Александр Николаевич Иванов как переживает. Серебряный призер Олимпийских игр наш, уважаемый Аксакал, сидит, болеет. 1 балл, да. Сатонову 5-6. И последние 18 секунд. 20 секунд, да. Да, не избегать борьбы, да. Да, надо сейчас прям включиться в борьбу. Есть шансы. Завоевать медаль, надо включиться на 10 100%. секунд остается. Включайся. 5 секунд. Продергивай. 1000, 2 секунды. Время, Нет, все. нет. Да. Да. Поздравляем Республику Бурятию. Да, 6-5 счет встречи. Виктор Жирбаев становится бронзовым призером нашего турнира. Ну а старший брат, посмотрим, какого качества медаль возьмет сегодня вечером. В 17:00 финалы будут. У Бурятии первая бронзовая медаль. С небольшим перерывом выиграл он турнир Крылова. Боролся в 74 килограмма. В финале он выиграл Исраила Касумова. А теперь, друзья, на большой момент представьте, Исраил Касумов даже не встал на пьедестал Коркинского турнира. Чемпион Европы, призер Европы, двукратный чемпион России и многократный призер России. И победитель турнира международного Ярыгина, Ивана Ярыгина. Конкуренция зашкаливает, друзья, на этом турнире. Все готовы. Так, мы на ковер А было бы неплохо тоже посмотреть. Там будет схватка между Сафроном Сафроновым и Маликом Шаваевым. Здесь на центральном ковре Нарек Арутюнян, Армения и Арбак Сад будут бороться. Красноярск и да, Армения. Но посмотрим, как у нас получится по времени. Просто мы все внимание уделяем именно тому ковру, где происходит борьба. Да, схватка между Арбаком Сатом и его соперником в красном трико из Армении Нареком Арутюняном. Международная схватка у нас. Россия, Армения. Вот как раз оба борца, которые уступили Евгению Жирбаеву. Да, с большим счетом. Да, он очень уверенно проводит этот турнир. Лучше пока борется только, наверное, Маздаджи Магомедов, который ни одного балла не отдал Да, своих соперников и всех досрочно выиграл. Так, Арутюнян берет тем временем 2 балла и пытается сделать накат. И делает накат. Да. Еще 2 балла. Может, еще раз. 4-0. Пытается еще Да, катить и катит. 6-0. 6-0. Как резво начал Арутюнян. Мы вчера и тоже говорили о том, что в Армении борьба, конечно, на высшем уровне сейчас тоже развивается. Очень много Да, на Кавказе ярких борцов. национальный, да? Как Да, национальный вид спорта, вольная борьба. Греко-римская борьба. Любят на Кавказе борьбу.
Плотно, 6-0. хорошо продергивает, так, ну, не подуспел, конечно. Арбаксат тоже на этом турнире выиграл у иранского борца, который как раз победил чемпиона мира Да. и Европы. Да? Тут, в Да. общем, такая чехарда происходит, конечно. Да. Здесь конкуренция высочайшая, поэтому В результаты квалификации, очень да, в разные. 70 килограмм боролся дагестанский борец, вот, чемпион мира Загир Шахиев. Вот, и боролся он против иранского. Международная встреча была в квалификации между Загир Шахиев и иранский борец. И они набрали более 35 баллов, сделали просто колоссальную работу. 18-17, если быть точным, это была схватка. Да. Завершилась. И все, 10-0. Как быстро разобрался Арутюнян в этой схватке. Нарек Арутюнян, поздравляем. Первая медаль сборной команды Армении. Да, поздравляем. И видите, получается, иранец в следующем кругу проигрывает Сату, а армянин выигрывает технически Сата. Это что такое творится? Да, интересно, конечно, Да. у нас разворачиваются события, а мы ждем следующую пару. Здесь Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. И Тимур Бежоев, Тимур Краснодарский край, параллельный зачет Кабардино-Балкария. Да, но намного, конечно, титулованнее Тимур Бежоев. Да. Степан. С олимпийским чемпионом он отборолся в полуфинале, встретился Заурбек Сидаков, осетинский борец, вот, олимпийский чемпион, и Тимур Бежоев. И Тимур Бежоев дал хорошую встречу, хороший бой. Счет был минимальный, 2-1 всего уступил Тимур Бежоев. И сейчас поборется За бронзовую награду, да. Да, за бронзу, за место на пьедестале. Да, мы еще увидим Нургуна нашего Сергина в схватке с кыргызстанским борцом Канебеком Абдулхаировым. Нургун, конечно, очень обидно уступил в финале двукратному, по-моему, чемпион, да, Гурам Черткоев, чемпион Иригинского, призер мира, по-моему, да, Европы. Да. В общем-то, титулованнейший борец. Нургун достойную схватку в полуфинале провел. 2-2 завершилось со счетом этот поединок. Первым номером работал Нургун, 2-0 вел, но вот, да, обидную атаку пропустил. Конечно, опыт колоссальнейшего Гурама Черткоева, но могли побороться и за финал Нургун. И Максим Толмачев будет бороться с Владиславом Козловым из Беларуси за бронзу в весовой категории до 97 килограммов. Так что у нас есть сегодня за кого поболеть. Тоже много интересных схваток. Еще остается Тимур Николаев в центре ковра и его соперник Тимур Бежоев. Два Тимура за бронзовую медаль. Тимур Николаев и Тимур Бежоев. Так. Тимур Бежоев, да, очень опытный борец. С минимальным счетом уступил олимпийскому чемпиону. Да, вот как раз говорят, да, чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира Тимур Бежоев. Это весовая категория до 74 килограммов. Для Тимура Николаева, конечно, это тоже новый вес. Сегодня мы уже увидели камбэк от спортсмена, представляющего Республику Саха-Якутия. Это у нас Константин Капрынов. Он выиграл Исраила Касумова. Вот. Функционально был готов до последней секунды биться и принес победу республике. Вот. Выиграл такого именитого спортсмена. И, в принципе, Николаев тоже сейчас минута времени уже пролетела. И пока у нас по нулям Николаев Бежоев. Кто лучше готов и кто прошел лучшие сборы и психологически готов, подготовился на встречу, тот и победит. Все готовы на турнире. Полторы минуты 0-0. Да,
центр ковра заняли. Борцы друг другу не уступают. Уже пролетело 2 минуты. Судья даже не решается дать кому-то activity time. Да, бронзовый призер чемпионата России. Извиняюсь, тут тоже объявили, да, Тимур Бежоев. У него много и международных встреч. Да, Тимуру Бежоеву чуть-чуть не хватает всегда, но он всегда со всеми борется на равных, да, на лидерах. Один из лидеров весовой категории. 74 на равных борется. И какой прессинг демонстрирует Бежоев и зарабатывает еще 1 балл. 2-0 ведет. Конечно, первым номером работает такой накал, и видим, что пока достаточно уверенно ведет эту схватку. Тимуру Николаеву пока не получается проводить атаки, проходов нет. В общем-то, и захват тоже не получается взять, да? Очень хорошо, конечно. Ну, опыт видно, да, у человека тоже сразу есть. Да, на опыте. Все атаки гасит. И Николаев тоже прекрасно понимает, если какое-то действие, если спортсмен очень опытный, ну, не даст. Да, первый период завершается. Минимальная какая-то ошибка и... Да, можно пролететь, да. Серьезно. Но 2-0 пока еще не все не решено, ничего не решено, так что посмотрим, что будет дальше. Это у нас уже 5-я схватка, получается, остается еще 5 бронзовых финалов у нас. Будут бороться борцы из Белоруссии, Кыргызстана и России. Хорошо Николаев защищается. Поджимает его Тимур Бежоев к опасной зоне. Видит все Николаев. Чуть-чуть остается. Ой, технично. Да, балл есть, но видно было, спортсмен Николаев присаживался на колено. Если бы он был бы вытолкнут на коленях, то балл бы не засчитали. Вяжет, сильно вяжет Тимур Бежоев. Да, Николаеву надо включаться в борьбу. Пока. Вот видите, в партере. Но здесь, да, балла не будет. Ну, но тем не менее, мы видим, да, Тимур Николаев пока все вяжет полностью, пока под контролем схватка проходит Тимура Бежоева. Краснодарский край и параллельный зачет Кабардино-Балкария. Степан сам тоже из Краснодарского края, так что он переживает за Тимура Бежоева сейчас. И первая медаль, видимо, похожа на то, что будет и у Краснодара. Потому что вот, да, снова за ковер выталкивает. Балла нет. Дали балл. На коленях был спортсмен. 4-0, да? Да, здесь пассив, дали за пассив. Пассивная борьба у Николаева и Бежоев получает еще балл. Да, надо включаться на самом деле с начала первого периода. Бежоев вяжет и подталкивает в зоне соперника своего. Бежоев, Николаев никаких активных действий против такого опытного спортсмена пока не показывает никаких действий. Надо попробовать, остается 40 секунд, надо попробовать рискнуть, даже если не получится, я считаю, надо что-то попытаться сделать.
Третий раз у нас такая ситуация. Уже Тимур Бежоев подводит к зоне. И Николаев присаживается на колено. Тем временем на ковре А Станислав Севнобоев выиграл схватку и становится бронзовым призером. Еще одна медаль в копилку команды хозяев ковра. Еще одна бронза. Да. Поздравляю республику Саха-Якутию. И посадил сейчас Бежоев 6-0. Но эта схватка завершилась уверенной победой Тимура Бежоева. Поздравляю Степана. Спасибо. С медалью Краснодарского края. 6-0. Уверенная победа Тимура Бежоева. Становится бронзовым призером. Далее у нас будет схватка на ковре А Сафронов, Малик Шаваев. И мы на эту схватку, наверное, посмотрим. Интересная схватка. Малик Шаваев, тоже параллельный зачет Крым. Выступает за Крым, а параллельный зачет Кабардино-Балкария. Да, на ковер А Сафронов, Малик Шаваев. Финал у нас 86 килограмм состоится, как на Лиге Поддубного. Владислав Фалиев и олимпийский призер Артур Найфонов. Да. Вот. Малик Шаваев уступил Владиславу Валиеву и не смог пройти в финал, но поборется за бронзовую медаль на данном турнире, международном турнире. Да, сейчас вот на ковре. Да, ну, да, объявляли как раз, у нас следующая схватка 79 должна была пройти на ковре А, но Андриан Ленский, к сожалению, получил травму. И Никита Сучков еще одну медаль приносит команде Красноярского края. Вот он, Никита, перед вами, хозяин бронзовой медали. Поздравляем Никиту. Хорошие схватки он показал. Да, с Ахмедом Усмановым тоже конкурентный бой закатил. Немножко не хватило ему. И сразу рядом занял место, с ковром, и будет секундировать, наверное, да? Да, Азрету Улимбашеву он будет секундировать. Борцу из Красноярска, да. Это весовая категория до 79 тоже килограммов. Ну, а мы ждем выхода на ковер борцов весовой категории до 86 килограммов. На ковре А Сафронов и Малик Шаваев. Да, выбегает уже Малик Шаваев. А нет, разминается. Наверное, нам надо ковер Б. Здесь. Я думаю, что сейчас выйдут уже, мы видим на табло имена спортсменов. Мы можем сейчас, кстати, рассказать зрителям о парах финалистов, которые мы увидим в вечерней программе в 17:00. Напомним, 57 килограммов будет схватка между Арьяном Тютриным и Рейнери Артега из Кубы. 61 Абазгаджи Магомедов, чемпион мира Европы Ахмед Идрисов. Да, здесь можно сделать небольшой, друзья, акцент. Эту схватку ждут все. Это принципиальная схватка. На Спартакиаде у нас выиграл Ахмед Идрисов. Единственный, кто прервал непобедимого Абаз Гаджи, прервал его серию. Больше 2 лет Абаз Гаджи Магомедов никому не проигрывал. Вот. И Ахмед Идрисов прилетел сюда, чтобы побороться с ним. А Абаз Гаджи выиграл его в республике Тыва на чемпионате России. И здесь, на турнире Коркина, будет просто яркая встреча в этом весе. Да, 65 килограммов Шамиль Мамедов, Москва, и Абдулмаджид Кудиев, Дагестан. Ну, 2 борца из Дагестана, тоже очень молодые, оба очень яркие борца. Я думаю, что это будущее, наверное, сборная России тоже, об этом можно говорить, 65 килограммов. Очень яркие борцы. Шамиль Мамедов
чемпион Ерегинского турнира. Но, как мы знаем из, скажем так, статистики, Абдулмаджид Кудиев выигрывал у Мамедова до того, как получил травму. Тоже это будет такая принципиальнейшая схватка. В 70 килограммов Анзор Закуев, Крым, и Евгений Джирбаев, Бурятия. Два бросковых борца. О чем тут говорить, да, это будет ярчайшая схватка. Яркая встреча будет. Интервью давал Анзор Закуев. Его не устраивает ни серебро, ни бронза на турнире. Он прилетел сюда только за золотой медалью, и тем ярче будет встреча. 74 килограммов. Тут, конечно, самая яркая вывеска. Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и его соперник, чемпион Европы Курбан Шираев. Для Курбана это будет одна из первых тоже больших, один из больших финалов в новом для него весе до 74 олимпийском весе. До 74 в олимпийском весе. И недавно он перешел в этот вес. Второй турнир он борется в этой весовой категории. И с Заурбеком Сидаковым он встретится первый раз на турнире. Будет очень мощная схватка. 79 килограммов Радик Валиев, Алания, и Ахмед Усманов, Дагестан. Но это всегда принципиально. Это две борцовские республики, очень сильной школой, и, конечно, здесь будет принципиальная борьба. 86 килограммов Артур Найфонов, призер Олимпийских игр в Токио, и его соперник из Алании Владислав Валиев, тоже опытнейший. Такой же финал у нас получается, как и на Лиге под Дубном 2 состоялся. Владислав Валиев и Артур Найфонов. Ну, на Лиге под Дубном, получается, у нас Артур Найфонов выиграл уверенно. Сделали какие-то выводы, какие-то для себя ошибки. Вот, Владислав Валиев. И сейчас может перестроить свою борьбу и даст хороший бой, хорошую схватку вот Артуру Найфонову. Тем временем мы все-таки картинку можем включить на центральном ковре, потому что, я так понимаю, не будет выхода спортсменов, пока не завершится эта схватка, да? Мы подумали, что будет все-таки идти также по порядку, да, но здесь, как мы видим, будет борьба на ковре Б, и мы ее посмотрим. Но, конечно, мы свое рассуждение можем продолжить, да? Да, конечно. 92 килограмма Гурам Черткоев, Крым, и Мобин Азами, Иран. Международная встреча, конечно, принципиальная борьба между сборными командами России и Ирана. Две борцовские державы, сильнейшие команды, которые всегда борются на Кубках мира за первенство в мире, да, в командном первенстве. 97 килограммов Сергей Козырев, чемпион России, участник Олимпийских игр в Токио, и его соперник Александр Гуштын, Беларусь, тоже многократный призер чемпионатов Европы, мира. Так что 125 килограммов. Самые тяжи. Да, тяжи. И здесь один из самых титулованных борцов, которые представлены у нас на турнире, это кубинец Рейнерис Салас, бронзовый призер Олимпийских игр. И его соперник Эрик Джоев, Красноярск. Вот, в общем-то, все, что мы хотели рассказать. И мы все внимание сейчас можем уделить ковру Б, где очень уверенно пока ведет со счетом 6-2 Улимбашев. Так, белорусскому спортсмену надо включиться в борьбу. Ох, тянет на обратный и делает 2 балла. Делает 2 балла. Вроде начал атаку Арпач, ну хорошо отзащищался Улимбашев и делает еще 2 балла. И отрыв уже становится 8-2. 4 балла у нас не хватает до технической победы. Остается до конца схватки 1 минута. Белорусскому спортсмену надо что-то предпринимать. Надо начинать атаку. 6 баллов это не так просто отыграть. Так, сейчас медицинский штаб подзвали, немного залечивают травму, рассечение брови. Все, готов бороться. Ну, нет, заклеят, наверное. Встреча продолжается у нас. Восстановили Улимбашева и
Так, хорошо проходит. Нет, отбрасывает, все видит. Так, подводит к зоне. Пытается уже 3 раза Карпач влетает в ногу, но все видит и отбрасывает Улимбашев. Карпач поактивнее действует. 20 секунд всего остается, но и Улимбашев близок к награде, к бронзовой медали нашего турнира. Еще одна медаль может уйти уже в Красноярск, наш соседний борцовский регион. Да, поздравляем Улимбашева, сборную Красноярска, с очередной бронзой. И Сучков принес бронзу, да, и Азрет Улимбашев, и ранее Шахгириев выиграл бронзу. Уже 3 как минимум. Еще бронзовая могла была быть медаль у Исраила Касумова, но здесь был камбэк, и Константин Капрынов выиграл эту встречу. Да, мы уже вот можем записать 3 медали у сборной Красноярска, 3 бронзы. Говорят, блестит только золото, но здесь я, наверное, с этим не соглашусь, потому что у нас, конечно, турнир просто очень конкурентный, очень много сильнейших борцов. Я думаю, что люди, которые понимают борьбу, это тоже чувствуют. Те, кто видели, да, вот первый день наших соревнований, даже по именам, это, действительно высочайший уровень. Сафрон Сафронов перед вами. Да, и Малик Шаваев. Да, 86 килограммов. Уже крупные борцы у нас пошли. Малик Шаваев, конечно, тоже по имените. Он уже тоже Он является лидером, действующим чемпионом России, но в весовой категории 79 килограмм. Но он перешел, видите. Он перешел достаточно успешно уже. Да, мы об этом говорили тоже. И лидера 86 Даурена Круглиева он выиграл. Да. Вот, поэтому хорошо очень. Заявила себя в новой весовой категории. Вот для Сафрона Сафронова, конечно, это будет большой опыт. Посмотрим, что он сможет показать своему сопернику. Хорошо он вышел, выиграв в утешительных схватках на малый финал. Должен постараться показать борьбу здесь хорошую. Первая минута завершается с нулевым счетом у нас, но очень активно сейчас начал включаться в борьбу Малик Шаваев и прошел в ноги соперника. Да, поднимает и подгружает. Балл, да. 2 балла, да. Все-таки, да. Посадил он его. Малик Шаваев. Еще партер дают Сафронову. Ну да, он убегал, да. От борьбы, избегал борьбы и пытался уйти за ковер. И 2 балла плюс еще работа в партере. Да, берет на накат, плотный захват берет и катит. Катит Малик Шаваев. Счет 4-0. Хорошо проходит накат. Опять подгружает и еще делает он. В обратную сторону. 9-0 счет становится. И еще 11-0. Техническая победа Малика Шаваева. Поздравляем Республику Крым и также параллельный зачет Кабардино-Балкария. Да, с бронзовой медалью. Много спортсменов из Кабардино-Балкарии, да, защищают честь Республики Крым. И уже очень много, кстати, у них тоже медалей. Мы потом тоже посмотрим, да, кто у них завоевал. Еще и финалист у них Анзор, да, Закуев будет бороться сегодня вечером. Поздравляем Малика Шаваева, поздравляем команду Республики Крым. Блестящая победа. Ну, в общем-то, здесь сомнений было, конечно, мало, но действительно молодой чемпион борец. России
Это тоже большой титул. Не просто даже титул, да, а действительно большой титул. Если ты чемпион России, это значит, что ты мастер высочайшего уровня. Да. Россия — это сильнейшая держава в вольной борьбе. А параллельно на ковре Б с чемпионом становится Славик Наньев. Поздравляем. Ну не чемпионом, призером. Ой, призером, да, призером. У нас схватки за 3-е место, за бронзовую медаль. Ханты-Мансийский автономный округ, а также представитель Осетии, Северной Алании. Да, и 92 килограмма мы будем сейчас болеть за Нургуна Сергина в борьбе с Канибеком Абдулхаировым, да, на центральном ковре Б. Попросим режиссера также обратить внимание на центральный ковер. Там уже спортсмены также вышли и готовятся к борьбе. Да, спасибо. Мы на ковре, на центральном ковре. И будем смотреть за этой, я не сомневаюсь, конкурентной схваткой. Нургун Сергин блестящую готовность показал в полуфинале. Хорошую конкуренцию составил чемпиону России Гураму Черкоеву. Но не действующим, но он уже дважды, по-моему, брал, да, чемпионат России. Разминается пока. Призер чемпионата мира. То есть высококлассный борец. А у нас подошел уже и Денис Царгуш, как мы видим. Будет лицезреть за схватками. И Джамал Тарсултанов. Да, Джамал Тарсултанов, олимпийский чемпион. Тоже здесь у нас почетный гость. Очень рады его тоже здесь видеть. Боролся он много раз на наших коврах. Блестящий, конечно, был борец. С великолепной техникой. Очень много тоже людей, которые болели. Хорошие схватки они показывали с Виктором Лебедевым. Да, помнишь, да? Да. Во дворце спорта Лейботур, да, на Ледовом дворце тогда сделали чемпионат России. Это был финал, который тоже запомнился всем, да, любителям вольной борьбы. Так, Сергин начинает сразу поддавливать. Мы видим, да, активную позицию. Он в центре ковра. Прессинг демонстрирует своему сопернику. Хорошую физическую готовность. Силен наш парень, прямо скажем, тоже. Неплохая у него мощь физическая. С лидерами наравне он бодается. Должен еще расти. Молодой еще совсем парень. Из Мирнинского района. Воспитанник также Сунтарской школы борьбы. Также права на него заявляют и тампонские болельщики. Его мать родом из Тампонского улуса. В общем, посмотрим. Большая травма, да, я так понимаю, да. сейчас. Кровотечение, да. Хорошо, все, готов, говорит Нургун. Да. И не нужен мне доктор, залечил себя сам. Да. Ну, правильно, да. Настрой хороший у Нургуна, боевой. Да. Вышел бороться. Да. И стал-то заряжен. Очень заряжен, да, вот согласен. Видно, да, по человеку, как он заряжен, уверен. Что-то, ох ты, как красиво! Блин. Был бросок, да? Был, ну, свисток. Блин, как Да, очень красиво это было, но, к сожалению, после свистка. Но арбитр, конечно, здесь дал маху, я бы сказал, потому что, ну, захват был очень хороший, хороший захват, да. Хороший бросок, но чуть-чуть не вовремя, друзья. Это были 4 балла полновесные. Activity time вот свистнул арбитр, ну, зачем, да, вот. Люди борются, захват был очень активный, и да, было видно, что сейчас уже видите, да, Абдулхаиров уже понял, что не надо в такой захват заходить. Да, сейчас будет аккуратнее. Да, и 1 балл у Нургуна Сергина, хотя можно было уже и 4 вести, 4-0. Молодец, Нургун. Да. Действительно, держит я вот ковра, видел твои стримы, тоже ты нахваливал, да, нашего капитана Нургуна Сергина.
Молодец, он никогда тоже не Яркую чурается. борьбу, красочную, Да, всегда атакует, не застаивается, атакующий стиль. У него в основном большие весовые категории, они больше вяжутся, швунгуют, им тяжелее найти какую-то вот именно атаку подготовить. Вот. А Сергин именно один из таких борцов, который, ну, вот всегда подавливает. С начала первой встречи, даже видите, у него кровь пошла из носа, он быстро даже доктора Не не стал вызвал, ждать, да, просто себе ватку засунул в нос и все, говорит, я пошел бороться. А, кстати, это вот тоже этот показывает бросок характер. мог закончиться даже, я думаю, чистой победой, потому что на лопатки он Конечно. приложил и мог уже там Хаджимурат Гацалов собственной персоной. Конечно, титулованнейший борец, многократный чемпион мира в 3 весовых категориях, чемпион мира, олимпийский чемпион. Человек-легенда в борьбе. Да, все-таки, да, здесь опять Медицинский кровотечение, да, штаб пошло. у нас подошел и восстанавливает. Степан Петрович Сивцев, его личный тренер. Совсем молодых лет тоже воспитывает Миргуна Сергина, тренирует. И вот, в принципе, дорастил до капитана сборной команды. Ведет 27 секунд еще бороться в первом периоде. Вот, да, мы видим, Абдулхаиров вот уже избегает этих захватов, хотя сначала был не прочь тоже попробовать поработать в захвате. Здесь уже он пытается, уходит все время в защиту. Да, всегда отступает, всегда подавливает его Сергин. Время Первый период, да. Счет небольшой, но видно, как... Но активная борьба, это действительно так. Все время первым номером работает наш Нургун Сергин. Александр Савельевич Оконечников, главный тренер сборной команды Республики Саха-Якутия, также помогает. Вот, да? Вот, хорошую подсечку еще так сделал. И из такого положения реально, правильно Степан сказал, было бы очень тяжело уйти. И здесь практически железобетонное туше могло быть. С настроением борется. Да. Это всегда тоже нравится, парень. Да, это всегда нравится и подкупает и болельщиков тоже. Такое отношение, да, не мучиться, выходит на ковер, а бороться. Бывает и по-другому, да, когда. И болельщики это сразу чувствуют тоже. Какой настрой у борца. И полуфинал, вот, да, очень жаль, что не смог он выйти в финал. Мог. Да, шансы были, все шансы были. Немножко не хватило. Да, опыта в первую очередь, да. наверное, да, не хватило. Ну, будет он. Ну, достойный турнир, именитые спортсмены. Хороший проход в ноги от да. Абдулхаирова. Защитился все-таки Сергин. В одну ногу пытался пройти Абдулхаиров, и даже получилось, можно сказать. Но защищался Сергин. Да, понимает, конечно, что Абдулхаиров, что и первым номером все время сейчас работает и да, Нургун Сергин. Да, вот центр ковра занял и подавливает. И еще 1 балл Сергину. И вполне понятно. 2-0 ведет Нургун. Да, но расслабляться ну да, понятно, нельзя. Да, 2 балла взять, в общем-то, не так сложно в современной борьбе, да. Выход за спину, и это уже полновесные 2 балла. Мы помним ранее, да, это 1 балл был. В общем, тогда и только по периодам давали, да, балл. Ну, то есть первый выиграл, потом второй кто-то, и третий еще период был. Ну, правила были совсем другие. Сейчас, конечно, вот после после того, как Олимпийский комитет пригрозил тем, что борьбу хотят даже исключить из программы Олимпийских игр, очень много было работы проведено и Международной Федерации, и Федерации борьбы и России тоже, да, в том числе. Мы знаем эту историю. И сейчас, конечно, борьба изменилась в гораздо лучшую сторону, гораздо более зрелищной стала. Правила, конечно, тоже большую роль в этом играет. Но и судейство, конечно. Да, уже подустали. Подустали 2 борца. Последняя минута
Сейчас пойдет 60 секунд. И мы узнаем имя бронзового призера весовой категории до 92 килограммов. Очень активно болеют в зале, несмотря на то, что вот да, пока без размена баллами, но призывают к активной борьбе. Но Нургуну сейчас, конечно, особенно рисковать не надо. Само собой, да, здесь уже тактическая борьба. И Нургун в атакующей, ну то есть он в центре ковра, он не отступает от борьбы. Ух ты, молодец, осторожно молодец. Сейчас. Защищался Да. хорошо, Сергин, молодец. Молодец, хорошо Это было опасно защищался. на самом деле, да. Вот про что и говорили, то что расслабляться нельзя до последней секунды. Да, посадка и все, 2 балла. 10 секунд терпеть. 10 секунд осталось. Время тает. Включился в конце периода уже борец Абдур Хаиров. Все, удерживает победу. Поздравляем мы Республику Саха-Якутия. Да, поздравляем и Нургуна Сергина, конечно, да. Выиграл он бронзовую награду. И глава Сунтарского улуса, вот как раз мы говорили о том, что является он воспитанником Мирнинской школы борьбы. Переносит он медаль команде сборной республики. И поздравляют болельщики. И он поблагодарил болельщиков. Молодец, бронза. Ну и ждем мы выхода на ковер Максима Толмачева, который представляет Красноярский край. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 97 килограммов. Его соперник из Белоруссии Владислав Козлов. Максим в центре ковра. Вот он перед вами. Да, весовая категория до 97 килограмм. Наш богатырь сейчас тренируется он в Красноярске, где, конечно, у него побольше и спарринг партнеров, ну и, конечно, опыта работы с такими тяжеловесами больше там, да. Так, Козлов отключает ручку, но выдергивает хорошо Толмачев. Это тоже борьба за бронзовую награду, напомним. Все встречи у нас, друзья, проходят за бронзу. Это малый финал, уже место на пьедестале. Так, подталкивает, выталкивает Козлов Толмачева и зарабатывает 1 балл. Так, вяжутся ручки. Козлов, да, больше атакует Козлов, да? Да, да, он контролирует ситуацию, тоже центр ковра, хорошо вот с руками работает, отключает их, вот, и продолжает подталкивать Толмачева. Опять с этой же стороны, и еще раз выталкивает за ковер и получает 1 балл. Счет становится 2-0. Да, надеемся на то, что Максим сможет какой-то прием все-таки провести. Потому что вот в толкании, как мы видим, да, Козлова он не может переиграть. Мы помним его совсем молодым еще парнем, юношей даже, можно сказать. Он боролся здесь и очень такой яркую борьбу он показывал всегда, бросковую борьбу. Он, ну, тренировался всегда, конечно, с махачами же, да, с небольшими весами. И такой тоже, наверное, приучился к такой борьбе, когда надо бросать, много действовать, активно действовать. А сейчас уже мы видим, да, уже подрос, но я очень надеюсь на то, что он эти качества свои не утратил еще. Ну, посмотрим еще, бороться еще 4 минуты целых. Надо более вариативно работать, да. Вот неплохо вроде, да, сейчас выдернул, да, но активно дальше работать не стал. Может, конечно, там уже и времени тогда не было, да, ну, то есть защитился бы успел Козлов. Ну, хорошо контролирует сейчас ситуацию. Козлов. Надо активнее сейчас Максиму включаться. Да, остается 40 секунд до конца первого периода. Но было бы неплохо сейчас хотя бы балл забрать.
А лучше 2, конечно. Попробовать активно сейчас включиться. Шунгуется, да? Да. Ребятки. Так что такой мощные удары, конечно, чувствительные. 97 килограммов. Это уже настоящие богатыри. Крупные борцы. Ух ты, хороший проход. Да. Вот как услышал меня Максим Толмачев. Более воротивно атакует. 2 балла молодец, вперед. За забирает 10 2 секунд до балла. окончания первого периода. Максим все-таки есть. Есть еще Катит, школа. взял плотный. А нет, распустил. Школа училища Олимпийского резерва Молодец, прям. Романа Михайловича Дмитриева. ДЮСШ номер 3. 2-2 счет сравнивает и Да. выходит вперед. В конце второго периода забирает красиво 2 балла. Вот, делает посадку. И вот тренер Никита Никифоров, Никита Николаевич Никифоров, ДЮСШ 3 его тренировал, первый его тренер. Сейчас, конечно, он тренируется в Красноярске, но здесь ему секундирует его первый тренер. И очень дорого, любо смотреть на такую картину, когда... Ох, хорошо, когда прошел Да. за спину, да, перевел и Все посадил. это технично сделано на Очень последних технично, да. секундах. Ну вот чего я от него ждал, да, вот таких нестандартных действий в толкании. Я думаю, не надо бодаться здесь с Козловым. Лучше не бодаться, что называется, да? Да. Лучше вот более технично. Вот видим, опять Вот он опять пытается выталкивает. за ковер. И Не выталкивает. получается, да. Да, вот так. 3-2. Максиму надо свою игру. Свою борьбу, Да, он свою борьбу, навязывает да. борьбу, у него получается. Козлов уже 3 балла взял выталкиванием за ковер. Челлендж? Почему Да. челлендж? Балл дали Толмачеву. Видимо, Да. заступ был там. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, арбитр посмотрит. Поддержал ли Максим? Вот в чем дело. Поддержал, видимо, да? Ну, там могло быть движение всяко. Может быть, они лучше видели. Так, ну и сейчас и мы пристально. Кто первый зашагнул? Ну Да, вот, первый да, зашагнул кстати, на да. самом деле белорусский Да, и здесь спортсмен. мы видим, да, вроде? Да, вот зона. Раз. Да, И хорошо вот зашаг- перевел, да, за раз. ковер. Вот, И мы потом видим. наступает уже Толмачев. Да, так что правильно. Все правильно. По И- идее, еще должен быть проиграл челлендж, и Да, и 4-2 Толмачев должен поведет счет. уже со счетом 4-2. Вот это да. Совсем в другую сторону сейчас может повернуться, да? Да. История эта. Мы уже выговаривали уже Максиму. Да, нашему. поспешил, я сказал, что Козлов 3 раза выталкивал, но на самом деле действие делал-то Козлов, Ну но да, так получилось, да. переиграл немножко технически, вот, и Хорошо так технически перевел его, да, за ковер. Но здесь сложно, конечно, всегда уследить за ногами, там особенно. У нас картинка телевизионная, мы здесь тоже смотрим на экран больше, чем на ковер сам, да, потому что здесь у нас есть возможность и повторы посмотреть, и, конечно, с камеры оно всегда, конечно, тоже интересно посмотреть. Ну и ракурсы тут разные, конечно. Я думаю, что телевизионные зрители наши, да, тоже получают удовольствие вместе с нами. однозначно. от борьбы, Трибуны да. также, друзья, начинают заполняться в «Триумфе». Я просто боюсь представить, что здесь будет на финальных схватках, когда будет шоу. Да, и у меня вот желание сейчас, да, к судьям подойти и сказать, посмотрите наш повтор, потому что у них, может быть, не так хорошо видно, да? Потому что они смотрят судейские Челлендж камеры. возвращается. Ух ты. Вот только что смотрели, все просмотрели. Недоволен главный тренер Белоруссии. Верните челлендж. Иван Янковский, призер чемпионата мира, медалист Европы, тоже именитый борец, молодой тренер сборной команды Беларуси. Но мы видели, да, прекрасно. Конечно, понятно, эмоции, они всегда были и будут, но мы прекрасно видели, что первым заступил за ковер Козлов, да. Да, делал атаку, сам выталкивал, но чуть-чуть не подрасчитал и сам заступ сделал за ковер.
Никита Николаевич, конечно, тоже волнуется за своего Да, воспитанника. вроде уже решение было вынесено, но что-то опять решают. Но у нас все прекрасно было видно. Все надо. Возвращает челлендж, оценки нет. Как 2-2. 2-2 остается счет. Ну, видимо, у них не видно там, да, на камере, и решили, в общем-то, да, я так понимаю. Ну, в общем, у меня другого объяснения нет, потому что либо одному, либо другому, видимо, у них не видно на камере. И 4-2 уже должен был быть счет в пользу Максима Толмачева. Жаль, конечно. Очень жаль. И вот. Прошел в ножку. Ну, сейчас выталкивает 3-2. красиво. Прошел в ножку и достойно вытолкнул. Жаль, конечно. Так, продолжается борьба в центре. Так, ну мы видели, что Толмачев, у него есть свои приемы. Да, Вот, арсенал у него есть. Арсенал есть, и в любой момент он может включиться. На последних О, секундах. хороший проход в ноги. Молодец! Ох ты, 4 балла! Отлично, друзья, 4 балла. Максим! Молодец! Красавец! 4 балла! Ой, Еще и как! пошел! Молодец, хороший накат. Вот это Мощно. да! Вот это Вот мощно. это он порадовал. А 4 балла бросковый. Про что ты, Степан, и Да, говорил, да. что очень бросковый занимался с мухачами, можно так сказать, да? Да. И какой красивый проход. Ноги на 4 8-3. балла. И еще это подкрепляет накатом. Да, у него, я говорю, друзья все у него тоже были борцы. Ну, понятно, что у нас больше 57, 50, 60 килограмм и так далее. Да. Весовые категории. Он всегда с ребятами тоже вместе тренировался. И понятно, что у него тоже такая школа немного другая, отличная, чем у других тяжей. Да. И мне бы хотелось, чтобы он эти качества свои не утратил. И вот он демонстрирует, эмоции, молодец. друзья. Тяжелый вес, тяжи, и, в принципе, первая встреча, первый период прошел с таким маленьким счетом, отрывом, и что во втором мы видим? Да, Максиму надо опять именно в своей борьбе, в своей манере бороться. Не надо вот подстраиваться под тяжей, под эту толкотню, да, надо находить возможности для своих атак. Да, надо, чтобы под него соперники подстраивались. Вот, хорошо, еще хорошо. прошел. Можно сейчас провести прием, за спину выйти. Не-не-не, может, опасное, да, очень опасно это было. 2 балла красному. Хорошо сейчас контролирует 10-3. Максим. Это очень интересная схватка у нас, да. Вот даже не ожидал, что вот именно в тяжах 97 килограммов у нас столько действий будет. 10-3 счет. 13 баллов уже. Максим молодец. Конечно, порадовал. Его очень любят здесь. Тоже любимец публики. Я говорю, он совсем еще молодой был, юный парень. Очень ярко боролся всегда. Выступал на наших домашних турнирах. На Коркинском выступал тоже. Так, молодец. Трибуна просто болеет, переживает за своего Хорошо, спортсмена. и за спину надо пройти сейчас. 2 балла есть, посадил, хорошо. Молодец, Максим. Можно даже покатить Вперед, сейчас. захват, вперед, и катит на 2 балла. И завершает техническая победа. Красиво. 14-3. Поздравляем республику. Да, молодец, и перекрестился. Молодец, Максим. Хорошая, блестящая победа, я бы сказал. Вот что значит первый период был такой, можно сказать, не набирали вообще баллов. И Максим Толмачев во втором периоде просто дал жару, дал огня. Как называется трибуна, да? Да. Максим порадовал публику, молодец, конечно. Подарил эмоции, за которыми и пришли наши зрители. И руку подал Хатимурату Гацалову. Я думаю, что порадовал тоже. Красавец. Остап Пасинок. Да, тоже Но поздравил. да, кемеровский, сибирская борьба. Остап Пасинок выходит на ковер А. Немножко вспомним вчера борьбу Остапа. Вел он у олимпийского призера,
Да, да, Рейнирас, Перес Салас, да, и на последних секундах буквально оставалось там 10 секунд, и Дважды растерял на 2 он. балла, да. 2 раза прошел в ногу Салас Перес и отыгрался и выиграл. Да, смотрим мы повтор этой блестящей схватки. Очень хорошую борьбу показал, блестящую борьбу показал Максим Толмачев. То, что мы от него всегда ждали, то, что мы от него ждем. Готовил он все эти Вот действия, смотри, наверное, да, на второй хорошо, период. Да. Отлично. Я думаю, что сейчас у Никиты Николаевича в душе настоящий праздник. Вот и красиво сейчас завершил этим накатом, да, схватку. Песняк и Хинчагов на ковре, на центральном ковре. Степан настаивает на ковре А, да, я так понимаю? Можно ковер А, да, посмотреть. Да, там вышли Остап Пасинок и Денис Хроменков. Блестящую тоже готовность показал и Денис Хроменков, и Остап Пасинок. Они боролись оба с олимпийским призером Рейнерисом Саласом Пересом. Да, тоже международная у нас схватка. Беларусь и Россия. 125 килограмм. Самый высокий вес в вольной борьбе. Тяжи заняли центр ковра. Вяжутся пока. Да, обидно, конечно. Остап вчера такую победу упустил. Тоже была бы сенсация выиграть бы на таком турнире у олимпийского призера. Ну, здесь, конечно, борьба таких богатырей. Но Хроменков тоже очень разнообразный борец. Он много что умеет на ковре. Мы это видели в первый день. Да, мне он очень понравился. Считаю, что очень такой перспективный борец, настоящий растет. Вот смотри, как красиво. Как красиво, да? Он, отзащищался и вот берет. Пасинок, молодец, да. Ну, опыт есть опыт, но Хроменков вот именно тоже технически очень хорошо подкованный парень. Я думаю, что на этом пока еще дело не закончится. Да, хорошо отзащищался Остап, сконтрил и забрал 2 балла. О, хорошо как переводит, да? Красиво. Бал. Да, балл есть, вытолкнул. Ну, хорошо защищается Остап, очень мощный, крепкий. Ну, большие веса тоже, некоторые говорят, что так, достаточно скучно и так далее. Я вот не совсем согласен, потому что, ну, есть, конечно, борцы, которые больше вот действительно за счет физической мощи, да, борются, но есть борцы, которые действительно демонстрируют очень красивую борьбу. Я вот тоже борцы из Бурятии, к примеру, да, у них национальная борьба, и поэтому у них такой арсенал действий, у тяжей именно, да, тоже интересно, они борются, и подсечки умеют делать, и, в общем-то, разнообразная, и броски прекрасные. Да, вспомним Балдана того же, Чижипова, вот да, вспомним даже да, международный уровень. Тахо Гюля, Гена Да, Петриашвили, да, лидеры тоже. Но это просто легендарные борцы уже, легендарные, можно сказать. С них надо брать пример, конечно, но я имею в виду даже вот на таком уровне, да, где регионы и так далее, да, ну, Балдан Чижипов, он призер чемпионата России, как он красиво боролся с Маховым, я помню, да, также призер он чемпионата Европы, да, вот, в Риме. Да, кстати. Вот с которого ты стрим начинал, поэтому первый тебе стрим был, запомнилось, да. да. Ну, так что я вот Дэнг Живей, к примеру, да, вот китаец, как красиво он борется, я просто всегда удивлялся. И как он, главное, прогрессирует, это просто дорогого стоит. Да, первый период у нас подходит к концу. Да, первый период закончился. Уходят борцы на перерыв. 30 секунд у них восстановиться. Вот тоже хочу пожелать нашему Максиму Толмачеву не останавливаться в развитии, вот, бороться красиво в первую очередь, всегда радовать свою публику. Вот как красиво тоже Хроменков-то, да, но здесь здорово его, конечно, подловил Остап Пасинок. Тоже вот великолепное действие от Хроменкова. Я думаю, что в ближайшем будущем большой мастер может из этого парня
вырасти. О, хорошо, Да. сейчас тоже. Да, Остап, швунг конечно, такой, то что аж мощный, да? отлетаешь в сторону. Конечно, Тяжей. да. Ух ты, как он ныряет, да, тоже? Да, под ручку ныряет, Да. так нечаянно зацепил, сразу извинился. Очень интересная схватка проходит. И просто тоже удовольствие. Ух, Во, как! как ты! Смотри, как Да, он подцепил. завязал. Завязал-то, Съел да? Но сил, конечно, немного не хватает, чтобы, да, вот сейчас что-то сделать. Но очень красиво, конечно. Ох, и делает же, сделал, делает, и да. смотри, это опасное положение держит. 2 балла взял. И работает, смотри, в партере. Как Да, красиво искрёстный сейчас Курусик, тянет, да? Раз, еще может быть сейчас пойдет. Раз, нет, все-таки не засчитал арбитр. 5-2. И ведет Хроменков. Как красиво, да? Борется этот парень. Очень нравится, как борьба Хроменкова. Да, техничный парень, интересный такой приемчик сделал, сразу зашагнул за ногу, такой обвив сделал Да. ноги, посадил и еще технично перевел, сделал скрестный захват. Вот. Просто аплодисменты стоя парню. 125 килограмм. Да. Остап выглядит крупнее, прям. Да, намного, да, видно, что такой мощь, да, богатырь настоящий сибирский, мощный. Но видели мы его, конечно, очень много, где он выступает. Очень опытный борец, заслуженный борец. 2 минуты. Остапу надо тоже искать свою борьбу, навязывать, пробовать свои действия. Вот Ох, хорошо да. сейчас перевел, и 2 балла сейчас возьмет он. Да, 2 балла есть. 4-5, конкурентно все. Все еще ничего не понятно. Да, отключает ручку. Нет, защитился да, хорошо защитился. Хроменков. Минута 19 еще бороться. Пять-4. Пока в пользу Хроменкова, но мы видим, что в любой момент это все может поменяться. Да, Снова прошел, да, проходит в одну ногу, зря, наверное. Да, все-таки. защищался. Вел он Хроменков. Не хватает опыта все-таки. Этому парню 6-5 ведет уже Остап Пасюнов. Кемерова ликует. Но еще минутка есть. Может быть, сил, да, уже не хватило на концовку. Ну да, вес тяжелый, одна небольшая ошибка. Прошел ногу, сам подгрузился. И на ковре Б у нас Сослан Хинчагов становится бронзовым победителем международного турнира Коркина Дмитрия Петровича. И еще одна бронза у Крыма. Ух ты! Балл. Да. Балл есть. 6-6. Сейчас кто выигрывает? Я за счет последнего или за счет качества сейчас пойдет? Я, в общем-то, не очень запутался немного. Но, видимо, да, видимо, все-таки Остап еще ведет. Пытается вытолкнуть, не получается. Выходит сам за ковер. И 7-6. Да, 7-6. 38 секунд остается. Я думаю, что последние секунды будут очень жаркими. 30 секунд. 35 секунд. Да, Хроменков должен Да, что-то сил делать. не Ох, хватило, как хорошо да. перевел и подгружает. Красиво, Балл 2 есть. балла Остап. 9-6. Все-таки опыт огромный парня. 9-6 ведет. Подустали, конечно. Да, Очень конечно. много действий для такого весовой категории, да. Столько технических действий мы увидели. Но надо уже арбитру включаться и призвать спортсмена к центру ковра. И сейчас только бросок может, наверное, помочь. Да. Нет, сил не хватает. да? Чуть-чуть на грани был. Практически вытолкнул Пасинок его. Нет, получается пока. Да. И балл. Да, всё-таки балл, Хроменков берет балл. 9-7. 2 балла только могут спасти сейчас Хроменков. 9 показывает. Да, 9 с лишним там остается. 9,7. Да. Если Только быть 2 точным. балла. Идет в атаку сразу. Хорошо, Хроменков, проход да. в ногу. Получится, нет, посадить. Защищаться Да, 3 Остапу секунды. надо. 1 секунда последняя. Свисток. Посадил, нет? Нет. Свисток. Остап Да. выигрывает. Поздравляем. Блестящая победа. Очень красиво, конечно, все было. Ну и, конечно, Нет, челлендж. Это уже зря. Время закончилось. Мы, в принципе, это все видели Да. прекрасно. Но главное,
поблагодарим борцов за такой блестящий поединок. Это был завершающий поединок наших дневных схваток за бронзовые медали. И мы будем ждать в 17:00 финалов. Остается совсем немного, 2,5 еще часа. Мы дождемся решения. Конечно, надо узнать имя обладателя медали. И напомню, что в 17:00 можете смотреть нашу трансляцию на телеканалах НВК Саха и телеканале Мамонт. Также в приложении НВК Саха там доступны просмотру 3 телеканала. И, конечно же, можете смотреть в приложении ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе НВК Саха. Тоже нашу, да, прямую трансляцию. Также можно посмотреть на YouTube-канале, да, ЦСП Триумф. Да, но финалы все будут проходить на одном ковре, так что, я думаю, нет смысла там 3 ковра смотреть пустые. Да. Центральный будет шоу, грандиозное шоу будет, все схватки будут проходить на одном центральном ковре. Будет очень круто. Лучше телевизионную картинку, конечно, и с крупными планами, с комментариями Степана Крижановского. Так что, Степана Посельского. Да, спасибо. Ну, я думаю, что действительно это будет очень интересно. Будет большое шоу. Ну, а мы ждем решения арбитров. А также, друзья, у кого есть возможность, лучше прийти вживую, посмотреть и насладиться финальными схватками вот, в самом ЦСП Триумфе. Так, что-то еще... 9-9. Хроменкову 2 балла дали, по-моему, да, за посадку. Ну, там время будет. Ну, посмотрим. О, молодец, Пасинок, конечно, благодарит публику. Ой, молодец. Что делать-то? Ну, конечно, это борьба. Здесь всегда есть победители, есть проигравшие. Нет, 9-9, но тем не менее... По последнему, да. действию. Арбитр, спортсменов на середину. Остап выиграл. Да, видимо, так, да? Да, по последнему Остап выиграл. Поздравляем Кемерова с бронзовой медалью. Вот Денис Хроменков тоже блестящий борец. Его тоже поблагодарим за выступление на нашем турнире. Украсил он этот наш турнир. Конечно, жаль, что без медали, но он на всех, конечно, медали не вешает, что называется. Остап Пасинок заслужил эту победу. Действительно, блестящая была борьба, блестящий финал, малый финал и бронзовая награда у Кемерова, у Остапа Пасинка, который здесь в Якутске очень много выступал, и его хорошо знает якутская публика. И поблагодарил он болельщиков, и болельщики ему ответили взаимностью. Мы ждем, конечно же, блестящего шоу, вечернего шоу в 17. С Гиви Твалтвадзе, Степаном Крижановским и Степаном Посельским. Вашим скромным слугой. Давайте прощаться, но ненадолго, всего на 2,5 часа. Всем удачи, ждем всех на новой трансляции.